В эфире новости IT. Мы говорим о сложных вещах простым и понятным языком. В этом выпуске, как граждане ищут в сети свои любимые фильмы, нежелательные последствия нейросетей и дополненная реальность в книгах от якутских разработчиков. Обо всем этом и не только в ближайшие несколько минут. Поехали! Аналитики Яндекса выяснили, что больше всего запоминается зрителям в кино. Для этого специалисты изучили запросы пользователей. Само собой, не зная названия, люди начинают искать внезапно вспомнившуюся картину через описание сюжетов. Запросы эти уникальны. Люди обращают внимание на разные вещи и даже одну и ту же памятную сцену описывают по-разному. Например, один ищет фильм по запросу «Побег из тюрьмы», второй же опишет, что лыс сбегает с другим лысым и спасает другого лысого. Говоря о конкретных популярных фильмах, «Волка с Уолл-стрит» окрестили как «Чувак отвечал на звонки и стал богатым». В загадочной истории Бенджамина Баттона сюжет закручивается вокруг того, что мужик растет наоборот. Застрявший в космосе между шкафами окрестили героя МакКонахи в «Интерстеллар». В «Патруле времени» заполнилось только то, что персонаж сам себя родил и себя. Бедных же хоббитов во «Властелине колец» окрестили карликами, которые несут кольцо в вулкан. Ты чего, не смотрел второго «Терминатора»? Такой мега-девайс нужно бросать в Домну. Находится она в Мордовии. Чтобы распознать всю эту околесицу, Яндекс использует традиционные поисковые алгоритмы в сочетании с нейросетями и технологиями. Например, запрет про говорящего барсука и дерево похож на фильм, в котором говорящий енот и дерево, который в свою очередь похож на фильм, где енот, дерево и звездный лорд, на который, наконец, поиск может уверенно ответить ссылкой на страницы фильма «Стражи Галактики», потому что видит, что в их текстах важное место занимает словосочетание из запроса. А Google, между тем, создала нейросеть, которая дорисовывает фото и видео по небольшому фрагменту. До этого эксперты считали, что подобное невозможно, так как искусственный интеллект тогда бы превратился в гадалку-предсказательницу, нежели в точное и техническое средство. Но все немного не так, как может показаться на первый взгляд. Специалистам удалось заставить ИИ дорисовывать боковые части в вертикальных видео. То есть программа анализирует то, что было по бокам картинки, исходя из изображений, которые ей удалось захватить, когда оператор вертел камерой по сторонам. И тут уже получается не предсказание, а запоминание увиденного из других кадров. Полезнее всего технология будет в программах видеомонтажа, а популярность, скорее всего, обретет в социальных сетях, где пользователи так любят снимать свои заметки, держа камеру в вертикальном положении. Вообще говоря, нейросети в видеопродакшене в последнее время наступают семимильными шагами, чего стоит замена лиц персонажей с одних актеров на других. Больше всего под раздачу попал Николас Кейдж, который стал и Нео из «Матрицы», и даже Лоис Лейн из «Супермена». Наибольший же резонанс вызвали замены Джека Николсона на Джима Керри в фильме «Сияние» и Кристиана Бейла на Тома Круза в «Американском психопате». С одной стороны, благодаря этим хитрым манипуляциям выигрывают кинокомпании. Мы уже не раз наблюдали, что фильм или сериал начинается с одного актера, а потом вдруг его заменяют на совершенно другого. Либо же вовсе выпиливают из сценария, как это, например, было с Кевином Спейси из «Карточного домика». А тут раз и заменил лицо на нового актера, на уже всем полюбившегося. С другой стороны, велика опасность подделывать видео с целью скандала или вовсе обвинения в преступлении. Почему бы не взять отрывок с камеры видеонаблюдения и не подставить преступнику, пытающемуся ограбить магазин, лицо какой-нибудь знаменитости или вовсе ваше, к примеру. И ходи потом доказывай, что ты находился в другом месте в этот момент, но даже если все это удастся опровергнуть, такие вещи интернет не забывает. И все это останется во всемирной паутине, как пятно на репутации до конца дней жертвы или даже после. Поэтому эксперты уже сейчас бьют тревогу и призывают начать, во-первых, законодательно регулировать такие нейросети, во-вторых, сделать так, чтобы они не попали в руки широкому кругу пользователей. И галопом по Европам о других новостях этой недели. Sony и Yamaha разработали беспилотный городской автобус с 4К экранами вместо окон. Там будут показывать развлекательные, познавательные и, конечно же, рекламные ролики. Куда ж без них. Еще могут транслировать изображения с внешних камер, как бы виртуально заменяя реальное окно. Автобусы получили название SK1 и появятся на дорогах Японии в 2020 году.
Российская компания N-Tech Lab похвасталась, что разрабатывает систему распознавания людей по силуэту. Она планирует представить готовый продукт в течение всего пары месяцев, и, по словам разработчиков, силуэт также уникален, как и лицо. Однако проследить его по уличным камерам будет гораздо легче. Зайдет она в Европе или нет — вопрос, а в России ее пропихнут точно. Уже к концу этого года начнется тестирование в Москве и регионах. Мобильные приложения стали действенным помощником в воспитании детей. К такому выводу пришли британские ученые из Йоркского университета. Для исследования они взяли программу Baby Mind, которая давала мамам советы и предоставляла точные сведения о психологическом развитии ребенка на основе его данных. Для сравнения проанализировали группу женщин, не использовавших приложения. Результаты показали, что матери, следующие советам программы, значительно лучше понимали младенцев и уделяли им гораздо больше внимания. Особенно эффективным оказалось воздействие на еще неопытных дам в возрасте до 20 лет. И одно из подобных приложений набирает популярность у нас в Якутии. Предприниматель и участник IT-парка внедрила систему дополненной реальности для книг. Покупайте специально бумажные издания, скачивайте на телефон или планшет бесплатное приложение, наводите устройство на страницы и вуаля! Картинка оживает, и звуковые эффекты, а также музыкальное сопровождение помогают глубже погрузиться в атмосферу чтения. О своем детище она рассказала и в интервью нашей программы. Таисия, как вообще пришла идея заняться именно такими книгами, именно этим проектом? Остро стоит проблема клипового мышления у ребят. Они не могут сами что-то создавать, сами творить. Я думаю, что это развивается за счет того, что у наших детей обилие цифрового потребляемого контента через тот же самый YouTube. Молодой маме гораздо, скажем так, выгоднее сунуть телефон ребенку, нежели позаниматься, да, вот как с нами, когда мы были еще детьми. И поэтому мы можем с вами наблюдать, что современные дети, они фактически разучились самостоятельно что-то делать, да, творить. То есть век потребления идет. Вот. И, к сожалению, вот в таком маленьком возрасте 3-2 лет, чуть старше, когда у ребенка начинают только закладываться вот эти когнитивные навыки, умение критически мыслить, умение творчески как-то самореализовываться, это все буквально, скажем, съедается этим потреблением цифрового контента. Именно тогда, когда ребенок маленький, начинает только становиться, очень важно развить в нем интерес к самой книге. Но, к сожалению, книга в традиционном понимании, она не такая конкурентная, как нежели этот цифровой контент. Поэтому, на наш взгляд, сочетание такой гибридной книги с визуальным аудиоконтентом является очень конкурентным, и мы видим достаточно большой спрос сейчас на рынке подобной продукции. Да. Но поскольку рынок только формируется, это все в начале пути, это все развивается. Книги, которыми вы сейчас занимаетесь, это традиционные, уже всем известные какие-то сказки и рассказы, либо это что-то новое, уже более осовремененное? Все думают, что наш проект — это некая франшиза, что мы сотрудничаем с другими издательскими домами, но наш проект — это проект полного цикла, то есть мы разрабатываем книгу от начала до конца, вплоть до дистрибьюции. Мы используем разные содержания, то есть это могут быть народные сказки, сказки собственного сочинения. Вот в прошлом году мы переиздали всеми известную историю про Щелкунчика Гофмана. Да? Казалось бы, что там можно сделать еще с Щелкунчиком, но с помощью дополненной реальности мы не только визуализировали этих персонажей, а внедрили еще в книгу раскраску. То есть, когда ребенок раскрашивает этих персонажей, персонаж оживает именно в том цвете, в который ребенок раскрасил. То есть здесь мы прививаем у ребенка навыки мелкой моторики, да, то есть он смотрит это цифровое содержание, просит маму прочитать, и плюс еще идет аудиосопровождение, это музыка, вот, то есть это, можно сказать, книга 5 в одном. И раскрасил, посмотрел, как оживают персонажи, послушал музыку, прочитал, что-то запомнил. И эта книга у нас, можно сказать, побила все рекорды продаж. Мы ее продавали не только в России, у нас продажи еще приходились на американский рынок. В Якутске, да, но вот порядка 2000 экземпляров мы в прошлом году реализовали. В этом году тоже собираемся эту книгу переиздавать, уже немножечко больше функционала туда включить. В нашем проекте участвует канадский партнер, он сам издатель, он берет на себя функцию креативного исполнителя, то есть все иллюстрации, верстка, макет, дизайн наш канадский партнер выполняет. И благодаря его связям вот у нас идут на том рынке продажи. Но это пока такие поступательные продажи, не основные. Основные продажи приходятся, конечно, на наш регион и на Москву.
Какова вообще технология работы этой книги? То есть там на каждой странице есть свой QR-код, там она чипована, или как это вообще происходит? На самом деле книга обычная книга, в прямом прям понимании, то есть это иллюстрированная книга. QR-кодов нет. Самим маркером распознавания служат цветные иллюстрации. Создается мобильное приложение. Это мобильное приложение включает в себя библиотеку всех наших книг, всех наших проектов, связанных с дополненной реальностью. И когда пользователь покупает эту книгу, скачав это приложение, он может в библиотеке уже найти свою книгу, свое содержание. Включается камера, он наводит этот планшет или телефон на иллюстрацию, и, соответственно, персонажи, они начинают у него трансформироваться в 3D-образы, в анимацию. И самое главное, мы думали, что, издав такую книгу, ребенок просто побалуется разово, прочитает и забудет. Но на самом деле нет. Вот очень много раз фокус-группы проводили. Большой процент возврата есть у детей именно к таким книгам. И в завершение немного новостей с прошедшей в Кёльне выставки Gamescom 2019. Из грядущих новинок у большинства людей на слуху только нашумевший Киберпанк 2077. Но игровая общественность пребывает в ожидании другого кибербоевика Ghost Runner. И вот третьего дня на выставке показали 13-минутный геймплей шутера. Судя по всему, главный герой является роботом или же киборгом, на что намекает механическая конечность. Он приходит в себя на крыше какого-то здания, после чего начинает свой путь. Исходя из описания, протагонист живет в мире, где остатки человечества укрылись в огромной башне, но при этом большинство ютится внизу, тогда как элита живет на верхних этажах. Задача героя – найти ответы на вопросы, что стало всему виной, почему миропорядок сложился именно так и кто за всем этим стоит. В видео показано, как герой, вооруженный высокотехнологичным мечом, бежит по крышам, перепрыгивает через обрывы и пропасти, а также уворачивается от вражеских выстрелов и рубит головы противникам. Он использует не только клинок, но и нечто вроде замедления времени, а также энергетический хлыст, которым зацепляется за стены и трубы, чтобы перепрыгивать препятствия. Игра выйдет на всех известных платформах, то есть PlayStation 4, Xbox One и ПК. Но подождать его придется год. Дата релиза намечена на 6 августа 2020. Как раз за 4 месяца страсти вокруг Киберпанка 2077 улягутся, и игроки смогут окунуться в альтернативную вселенную кибернетического постапокалипсиса. А на сегодня все. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.